Конституцию, вот мы сейчас в стране рассматриваем новую, там активную роль мы можем проявить. И вот возникает вопрос. Мы не всегда в жизни хотим что-то менять, а Конституцию. Нужно ли нам менять Конституцию? То есть, или она должна быть незыблемая какая-то, не знаю, там на миллион лет вперед? Как думаете? Ну, во-первых, нашей независимости 35 лет. Ну, можно сказать, Казахстану 35 лет. Ну, по меркам человеческим, по историческим меркам можно рассматривать. По историческим меркам это совсем маленький. Как бы срок 35 лет. Что такое 35 лет новому государству? Но в то же время, если по человеческим меркам, то 35 лет это состоявшийся человек, мудрый, сильный, разумный. Конституция, которая принималась в 93-м Верховным Советом, потом в 95-м всенародным референдумом, нам тогда, можно сказать, было 4 года. С тех пор было очень много изменений, правок. И сейчас, опять-таки, вводятся новые изменения. И опять вносить просто изменения, наверное, настало время закрепить Конституцию, чтобы она была вот созданная год 35-летия независимости, новая Конституция. Всенародный референдум 15 марта уже объявили. Все граждане Республики Казахстан совершеннолетние идут голосовать. Поэтому все, Конституция – это отец всех законов, основной закон, ну, царь законов. В этом есть позиция, что общество меняется, возникают новые нормы, новые позывы, новые требования у общества. И закон призван закрепить эти нормы, да, ну, в статусе. И ну, это позиция. Поэтому мы не можем знать, что будет через 50 лет. Может быть, что-то изменится, да, и какие-то вещи, например, общество скажет, мы хотим вот наш социум вот такой, наши требования общества такие, и, понятно, там под них могут... Ну, это отлично. Ну, считаю, что мы принимаем, живем ну, в историческое событие. Конституция новая выходит, и ну, референдум состоится. Мы принимаем историческую роль. А что особенно радует в новых нормах Конституции? Ну, там все по логике выходит. Ну, как бы справедливый Казахстан, новый Казахстан. Курултаи проходили от Курултая к Курултаю. Курултай закрепил себя, что он состоятельный институт, решает очень много вопросов. Но из года в год, ну, раз в году он проходил. И вот сейчас создание Халық кеңесі, это, мне кажется, вот правильное, логическое решение, что не раз в год, а на постоянной основе Халық кеңесі будет работать. А какова роль, например, Ассамблеи народа Казахстана в процессе вот этого видоизменений и изменений Конституции? Я думаю, что по ментальности мы дружный братский народ. Да, то, что президент сказал, что Ассамблея народа Казахстана где-то завершает свою работу, оно, мне кажется, где-то имеет свою логику. Ну, в принципе, мы и так все братья, но за это время были созданы общественные объединения. Те организации, которые имеют стержни, которые занимаются, я думаю, они продолжат свою работу. Есть на это законы позволяют. Хорошо. Конкретно, что вот прям, какой пункт вот прям вызвал вот это вообще, вау, класс, наконец-то. Однопалатный парламент, название предлагается. Я думаю, это прям хорошее решение. Один аппарат должен быть, один сильный парламент. Я считаю, это вот прям правильное решение. Рассмотрим вариант, да? Все поддержали, говорят, давайте обновим человекоцентричность, значит, государство для гражданина. Все хорошо, мы поддерживаем. Будут ли кардинальные изменения потом законов или образа жизни? Вот какая... Мне интересно, какие функции будут у вице-президента и как он будет. Во всем остальном все понятно, все правильно расписано, как положено в Конституции. Если все, что делается в Конституции, будет соблюдаться, мы будем супер государством. Как бы то ни было, изменения произойдут. И эти изменения позволяют сейчас нам понимать, что мы живем в интересное время. И очень хочется, чтобы это интересное время привело страну и каждого из нас в отдельности к лучшим результатам. Те, кто не голосует, прикрываясь мыслью «от меня ничего не зависит», совершают самую основную ошибку. Именно когда все голосуют, тогда и будет то решение вынесено, которое ты хочешь. Но если ты изначально не проголосовал,
Как ты можешь ожидать каких-то изменений в стране, в своей жизни, да, если ты изначально к этому равнодушен? Ты, проголосуй хоть, пойди, выскажи свою позицию активно. Да. А так, не идя и прикрываясь мыслью, что ничего не зависит, это же основная ошибка. Если в стране будет таких активных людей, как вы, больше, значит, мы пойдем вперед еще более быстро. Спасибо.